Ну, это ажиотаж какой-то необоснованный, конечно, потому что люди, видать, боятся. Непонятно, что будет дальше. Подгузники для маленькой Асель Диана Юсупова обычно покупает большими упаковками. Так выгоднее. Но накануне они подорожали на 200 рублей. Раньше я покупала где-то за 1100 по акции, может, за 1000. Сейчас 1300. Вот. Последнюю пачку муж вчера купил, забрал. То есть люди, видать, уже и скупают все сразу, запасы делают. И цены тоже увеличились заметно. Рост цен на товары первой необходимости, а для родителей малышей это подгузники и сухие смеси, заметили многие. По детским товарам, естественно, все подорожало в отношении еды. То есть даже каша, молочные смеси и так далее. Памперсы подорожали, в некоторых местах даже троекратно. Сейчас что-то приобретать в запас, честно говоря, нерационально. Как пишут в родительских группах соцсетей, цены подскочили на гипоаллергенные продукты. Мы покупали фриса ПЭП 400 граммов по 1100, и нам хватало на 2 дня. Сейчас они ее продают за 2100. Симилак Изомил также с акцией 531 без 570. Стал сначала 899, через час 1200, снизили до 1022. Куда это годится за 400 грамм? Вчера девушка плакала, и ее смесь стала стоить 5500 рублей. Так жалко ее. Мы побывали в нескольких магазинах и убедились, цены выросли. Это не новый завоз, это тот же завоз, который был, просто цены подорожали. Уже на утро мы пришли, там другие ценники. Пока сказали, эти памперсы останутся, но нам пока не говорили, какие, но будут меняться. По словам продавцов конкретно этого магазина, цены на молочные смеси и памперсы у них только за последние 3 дня выросли на 25-30%. Что с ними будет дальше, пока сказать не может никто, но известно, что скидок и акций в ближайшее время не ожидается. В татарстанский УФАС уже поступили обращения по поводу повышения цен на детское питание. Такие жалобы по всей стране, поэтому проверки инициирует федеральное ведомство. В настоящее время Центральным аппаратом ФАС России инициирована проверка. В частности, в адрес компании «Детский мир» направлены запросы с просьбой предоставить данные, позволяющие оценить обоснованность роста цен категорий товаров на полках магазинов данной торговой сети. Рынок сухих молочных смесей в России в основном представлен иностранными компаниями. Даже известную из советских времен малютку сегодня выпускает европейская «Нутриция». Единственное российское производство в Подмосковье, компания «Инфоприм», занимает всего 7% рынка и тоже использует в смесях иностранное сырье. Вот как прокомментировала ситуацию в газете «Коммерсант» одна из компаний-производителей детских смесей. Потребители отреагировали на риски отсутствия продукции в магазинах ее массовой скупкой. Ритейлеры готовятся ограничить продажи детского питания в одни руки, как это сейчас происходит с сахаром, растительным маслом и крупами. От официальных комментариев представители компании по производству смесей пока воздерживаются. Мы написали на горячую линию одного из самых крупных производителей Nestlé, и вот что нам ответили. Продукция компании Nestlé, включая НАН, доступна в розничных точках продаж и интернет-магазинах. Наша цель – продолжать обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками. Мы предпринимаем все возможные действия для поддержания непрерывных поставок нашей продукции на российском рынке. Нидерландская компания «Нутриция» на запрос интернет-издания «Реальное время» ответила, санкции на импорт их продукции не распространяются, а перебои с поставками связаны лишь с логистикой. Поставки детского питания не попадают под санкции. Графики поставок могут меняться по независящим от нас причинам. Так как компания не устанавливает розничные цены на продукты, в разных магазинах цена на один и тот же продукт может значительно отличаться. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на Минсельхоз России, часть компаний сейчас испытывают временные трудности с поставками зарубежных компонентов. Проблему решают за счет изменения маршрутов поставок. Как стабилизировать цены на детское питание и не допустить дефицита? Сегодня эти вопросы в Москве обсудят представители Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и производители. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.